Лаковая помада – это тренд сезона, и в компании Oriflame в линейке Giordani Gold представлена такая помада с разными оттенками. Ученые долго вообще трудились над созданием именно лаковой помады, потому что это как средство 2, даже 3 в одном. Это как обычная стойкая помада, плюс это блеск, плюс это глянцевый блеск. И когда вы пользуетесь лаковой помадой, вы можете не использовать контурный карандаш, потому что она хорошо ложится на губы и достаточно прорисовать контур. Также эта помада, она не только красиво смотрится на губах, она в своем составе содержит органовое масло, то есть еще и ухаживает, увлажняет ваши губы. Помада не липкая, как блеск, как обычный блеск, она не липкая, она достаточно такой плотной текстуры. Ее, конечно, старались сделать максимально такой невесомой, легкой, но это, сами понимаете, наверное, не совсем возможно, потому что, повторюсь, это как средство 2-3 в одном, содержащее и блеск, и пигменты. Вот, вернусь, почему ученые долго трудились именно над созданием лаковой помады, потому что никак не удавалось создать вот это вот сочетание такого стойкого, очень яркого красящего пигмента и плюс вот такой жидкой, как жидкая помада, структуры, текстуры именно. Но вот это удалось, и как результат это выпуск лаковой помады, которая пользуется популярностью у многих звезд, у многих знаменитостей. И это же, конечно, такой вариант, я бы сказала, не дневной, а вариант вечернего макияжа или макияжа, когда вы не делаете акцент на глазах, а делаете именно акцент на красивых, ярких губах. Такой еще небольшой минусик, который заметили пользователи этой помады, это то, что если переборщить, немножко чувствуется горький привкус. Тут есть такой выход, когда вы накрасили губы, вы как бы прикусите немножко салфетку. Таким образом, помада, которая нанеслась с излишком, она останется на салфетке и не будет вам приносить никаких неудобств. Мы на сервисном центре провели небольшой такой эксперимент, чтобы узнать посмотреть, как смотрятся разные оттенки, нанесли просто на руку разные оттенки, рассмотрели, что она действительно такая с глянцевым блеском, что она красящий пигмент, потом взяли уже салфетку, протерли, и самое интересное, что на коже как бы остались такие вот пигмент остался, то есть это говорит о том, что помада действительно стойкая, что она буквально не то что впитывается в губы, но она на них достаточно хорошо держится. И как любая помада, стойкость 3-4 часа, если вы перекусили где-то, то, возможно, даже не понадобится ее обновлять. И еще такой момент. Читала много отзывов в интернете, на официальном сайте, и не только, поняла такую вещь, что люди, которые еще только учатся делать профессиональный макияж, или вот с макияжем еще на «вы», они очень противоречивые пишут отзывы. Но люди, которые визажисты, я читала отзывы визажистов, они, конечно, пишут положительные отзывы об этой помаде, и то, что она в макияже, просто в вечернем макияже, просто отличная, суперская вещь.